Проходим в такие дома. Царские какие-то ворота необыкновенные. Мы идем в гости. Мы идем в гости к подруге у племянницы. У нее там свой мини-завод свечной. Сейчас мы вам покажем этот заводик. Представляете? Уже 10 лет, говорит, этому заводу. Там свечки вырабатывают. Что там еще, Илон, делают? Свечки, еще что? Сейчас она стала еще обувной крем. Дневной крем? Обувной. А, еще там обувной крем Да, она совсем вышла. делают. Заходим во двор. Такая красота тут у нас. Ну, не у нас, конечно. Киска пошла. Кс-кс-кс. Киска. Вот такая кошечка. Не цапнет? Красивенький такой. Кс-кс-кс. Девочка. Девочка. Это девочка, оказывается. А я ему красивенький говорю. Идем на завод. О, хозяин дома идет. Хозяин дома не идет, хозяин дома сидит дома. Да. А я кухню. Елочка даже во дворе. Сосна. Да? Это сосна? Маленькая еще. Сосна. Идем к заводику. Парничок вот такой вот у Натальи. Хозяйство. Муж ее там косит травку. Вот. Хрен растет. Не буду его снимать. Неудобно. Цветочки вот такие вот у них. Огородик такой. Горох растет. Горошек вот такой вот у нее, у Натальи. О, привет, привет, привет! Помаши мне в камеру. Моим подписчикам привет передай. Привет! Привет всем. Вот это у Натальи сынок. Как тебя зовут? Макар! Да, вот так вот. Пошли с нами. Завод, смотри. Вот такой вот мальчик классный. Шустрый. Вау! Воу! Кудряшкин такой. Кудряшкин. Вот. Хорошо. Вот это вот сам заводик. Да-да. Сейчас вам немного моя племянница расскажет о заводе. Можно сейчас заводим быть тихо? Можно с вами? Да, конечно, можно. Идем, заходим. Но ее там нет. Правда? Вот, Я же говорил. вот это у нас заводик получается. А это мешки с чем стоят? Это Иван-чай она тоже делает. Ничего себе. Иван-чай. Помните, я вам говорила, кипрей в народе называют Иван-чай, делают с него чай и пьют. Это он уже уже после готов. ферментации, да? Уже готовый, да. Уже готовый чай, представляете? Вот. А запах такой. Запах вообще Ты обалденный. сфоткай вот А это. это Вот столько... на продажу. А что это такое? Он попросил, чтобы я сфоткала даже вот это. Украшения. Украшение. Это тебе подарили, да? Нет, это у мамы. Вот такие вот свечи. Да, еще смотри туда. Сувенирные свечи вот такие туда. делаются на этом заводике. Все своими руками. Тебя зовут. Заливаются, Меня? смотри. Ага. Бабушка Анжела. Самой хозяйки, конечно, нет, но А нам вот сюда там, зеленый Анжела, светофор. смотри туда. Вот такие силиконовые формы. Заливается Бабушка Анжела, расплавленный смотри вот туда. воск. Там пчелки. Застывает. И примерно вот так вот Получается, да? рождается Смотри вот свечка. сюда. Ну, вот видите, как Сюда. красиво, Тетя ребята. Анжела. То есть бабушка Анжела. Посмотри Это сюда. такой труд вообще. Бабушка- Уже 10 лет бабушка заводу. Анжела, сюда посмотри. Куда? Вот сюда. А что там? Пчелки. Ух ты! Попросил он, чтобы я показала вам картину вот эту со пчелками.
Это жужики. Жужики. Маленькие пчелки. Маленькие пчелки, да, такие красивые. А Разноцветные. где этот станок, который вот здесь стоял? Убрали, потому что здесь проходят мастер-классы, приезжают люди с города, с других сел, деревень, проходят чаепитие. Вот сегодня было, еще стола не убрали. Мгм. Вот, можно записываться тоже на мастер-класс, Смотри, тут найти в контактах данные, поспрашивать. какой венок. Живые мастер-классы с правильным чаем, с правильным, со своим местным медом, Смотри, венок какой. и с правильными свечами из натурального А это воска. что? Это вот отсюда выходит, да, воск? Да, это сам вот станок начала. Здесь потом такая длинный желоб, куда сама свеча идет. Это для того, чтобы делать церковные свечи. Это вот как мясорубка. Вот это вот Вот видите, цыпленка. станок такой вот. Ты можешь фоткать? Вот в эти формы отливается Ты можешь фоткать вот это вот вот такая цыпленка? формочка. Потом ставится Ты можешь фоткать вот Это этого мясорубка? цыпленка? Вот ты А эти нитки для свечей, да? Бобины вот эти. да, это фитиль. А, это фитиль. Натурально, да. Простая нитка не пойдет. Ну. Заказывается с фабрик. Вот. Они тоже разной толщины. Он так и хочет проситься в камеру у меня. Маленький будущий блогер. Вот этот воск сюда закладывается на паровой баньку. Громче. Мы уже вот посмотрели, как он очень жидкий, текучий. Нагревают. Вот такая наваривают. Его печка, нельзя да. до А, до кипения нельзя, да? допустим, да. Нагревают, Больше получается, 90 градусов нельзя нагревать. на этих печь. А зачем как у нас? Заливается вот сюда, да? А ложится сюда воск, Мгм. растапливается, да? Да. Иконы. Вот такие вот свечи, как красиво. Все своими руками. А сейчас вот такие вот делают из орешков. Всякие. И покупать не надо в магазине. Вот такая красота. Все очень красиво. Вот еще какие-то свечи тут. Это вот они уже залитые, и они ждут, когда остынут и когда их вытащат. И потом вот эту губку убираешь, и получается там Да, у форма нее свечи. есть авторский, вот новая свеча Ага. к столетию республики, да. Вот даже название Иб, поселка. село Иб, Иб. такая свеча будет. Она вот только, наверное, пришла, еще не отливали ее. Вот, а это с коми-национальным календарем. Такая вот тоже авторская у Натальи свеча. А эти свечи даже можно заказывать вообще почтой там? Можно, да. Да. Да, по всей России, даже за границей уже заказывали. Я вам оставлю в описании под своим видео ссылочку на группу. Как называется ее группа? Белый свет. Белый свет. Я вам ссылочку оставлю. Вы можете подписаться под эту группу и заказывать себе свечи. Можно и записываться на живой мастер-класс. Все ссылочки будут в описании. Возьми себе. Там будут у тебя данные все. Ага. Мне визиточку дали. Завода. Вот еще вот такая вот штучка. Самодельная. Сделана из стекла. Красотой, счастье. А, что там написано? Спасется. А, красотой спасется мир. А я читаю неправильно. Вот такие всякие поделочки делает Наталья. Дарит Наталья. тоже. И дарят тоже люди. Вот такие вот штучки. Кстати, это мой поднос. Сегодня выпечку делала, пирожки. Делала пирожки сегодня с морковью и со щавелем. Со щавелем гостям больше понравилось, чем с морковью. Вот этот поднос я забираю, он был полный. Завтра будет снова мастер-класс, будет 15 человек. Этот поднос будет полным. Да, моя племянница занимается Выпечкой. выпечкой, занимается она. Печет пироги, торты, Пирожные. пирожные там всякие. У нее, кстати, тоже есть своя группа. Да.
Да? Пирожорки. Пирожорки Но мы называются. сейчас хотим менять название, потому что уже как-то надо А поменять. почему? Нормальное название. Нормально. Ну, такое смешное. Я могу тоже ссылочку оставить. Да, можешь оставить. Также оставлю ссылочку в описании. Доставка в город. Да. Тоже есть. Доставка, кто сыктывкарцы, доставка в город. Подписывайтесь на ее канал. Ссылочка там будет в описании также. Страницу. Да. Вот такая ложечка, смотрите. Такая интересная какая-то. Да, наверное, чтобы медову купить. Как у Ильи Муромца. Прям вот с такой ложки ел. Вот такой красивый стол, где гостей принимает Наталья. Да, мед тоже свой, ипский. У пасечника, где Наташа закупает воск. Вот смотри, там воск. Вот эта плита желтая. Сейчас Вот пойдем таких посмотрим. формах. Вот так смотрите, воск. Да, у местного пасечника закупает вот такие заготовочки, потом его раскалывает, растапливает в водяной бане, а потом уже отливает в силиконовые формы. А вот еще какие-то формочки или что это такое? Это полочки. Вот как на этой Это стене. полки. ставить. Шестигранные в виде сот. Вот такие вот полочки. Все по фэншую. Все прикольно. Мгм. Да, ну Иван-чая, конечно, Ну и много. запах здесь такой тоже от воска. от чая. Елки-палки. Благоухает прям. Он, наверное, и вкусный очень. Так долго все это Продукция делается. продается вот в таких вот эко-сумочках. Туда, да? Чай, Или свечи. свечи упаковываются, да. И когда на мастер-классах остается выпечка, мы людям отдаем с собой. Эти сумочки укладываются. А сами свечи оформляются вот такие вот коробочки. Тоже все экологично. Никакого пластика, да. Все из бумаги. Заводик. А еще она производит восковые мешки и свечи. Ой, свечи. И вот такие вот салфетки, чтобы накрывать банки вместо крышки пластиковые. Вот. И мешки для хранения сыра и хлеба. Как-то так. Тут еще печка стоит, буржуйка называется. Такая вот прикольная. Труба даже. Зимой, да, тоже. Да, дровишки. Вот. Пчелки такие. Это у Наташи подруга рисует, Альфия. Она с города. Она вот недавно стала рисовать. Сама рисую. Да, и сама рисует. Ну, вот такой вот, ребята, мини-заводик, который находится во дворе своего дома. Так что вот так вот. Недавно был юбилей, да? Да. И этот завод, он один-единственный по республике Коми. Обувной А крем. еще обувной крем тут. Который она сама варит, заливает. Ничего себе. Запах, наверное. Очень приятно пахнет, понюхай. Мгм. Вообще супер пахнет. Запах такой. Обувной крем. Я не знала, что с воском можно. Из натурального Обувной воска. крем. За границей Вот себе. итальянцы делают такое. Стопроцентный воск. Я и не думала, не гадала, что с воска можно делать этот. А вот свечки еще, смотрите. Это церковное. Церковные свечи. Всякие там. Темно, наверное. Темновато тут. Темный свет. Все, выходим. Вот такая тропинка у Натальи, сделана из чурок, спиленные чурки березовые. И вот такая вот тропиночка идет, 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 так классно. Супер, придумано, здорово.
Дождь идет, что ли? У нас дождик собирается, моросит. Смотри, вот на розы. Розы вон с ним. Классно. Вот розочка такая. Во дворе у Натальи. Красивая такая. О. Она на самом деле розовая такая, но ее плохо на камеру видно. Кажется, что она белая. А на самом деле цвет розовый. Очень красиво. Вот еще какие-то цветочки. Не знаю, что это за цветы. Курочки бегают. Цыпа, 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 цыпа. Сено заготовлено у них. Все так супер во дворе. Вообще здорово. Дровяник. Велосипед стоит. Вот такой домик. Классный. Вот так вот все. Супер. Выходим мы. Выходим мы со двора, домой идем. А что это такое вообще? А, что это за такое чудо какое-то? На яблоню похоже. Главное дело, уже все давно отцвело, оно цветет, да? Да. Какие-то цветочки. Ребята, кто знает, что это такое, местные люди, кто проживает в Коме, напишите в комментариях, что это такое. Вроде как уже все отцвело, еще весной, а оно цветет. Непонятно, что это за куст такой. Это что за дело? Шаровидная ива. Шаровидная ива? Да. Чего себе. Она не разрастается, а один ствол у нее. Вот такой вот кустик, который будет потом, наверное, деревом, да? Да. Шаровидная ива? Название шаровидная ива, интересно так. Это не которая вдоль речек растет? Нет, она специально такая выращенная, наверное. Они сами по себе такие не растут. Дорога какая-то. И вот эти во дворе, смотрите, сосны растут у людей. А вымахают такие огромные будут, да? Вообще красиво. Ладно, мы идем до дома. Коты идут домой. О, коты. Идут тоже домой. Коты домой тоже идут. На пару. Куда, куда, куда? Снежок и Дуся. Снежок. Снежок и Дуся? А это катается, погода поменяется сразу. Она, видишь, погода поменяется. И чего там ты крутишься? Кс-кс-кс. Ой, такой котик. Ладно, мы идем домой. Продолжение завтра будет. Я поеду в свой поселок на утреннем автобусе. Рейс во сколько там? В 8 часу где-то. До 8. Да, рейс. Отсюда недалеко, километров 12 через реку. И там у меня домик, который я вам потом покажу. Также покажу вам обзор леса. Да. Я просто увидела этот интересный такой домик и смотрите, что это за чудо. Вот такой маленький, прикольный. Вот такой бы мне, Илон, на участке, вот такой бы домик мне поставить бы, да? И мне больше ничего не надо. А так интересно. Шифером покрытый. Да. Вот. Кусты такие. Нас комары съедают, как всегда. Я с города выезжала сегодня, там солнышко было, так все здорово. Сюда приехала. Наверное, где-то 1,5 часа ехать. Да, Илон? 67 километров от города до этого поселка. Погода в Сыктывкаре хорошая, а здесь дождь прошел. Уже мокро, так свежо. Но вроде как еще собирается дождь. Так что продолжение будет завтра.